Наталья Осипова в Северную Осетию приехала из Донецкой области о тех страшных днях на родной земле, когда танки рушили их дома. Вспоминать не особо хочет. Больше всего Наталья переживает за своих сыновей, которые остались в ополчении. Связи с ними до сих пор нет. Нету связи. 3 суток я не могу, связи нету. Я не знаю, что. На границе идут бои. На границах идут бои. Где они, что они, я не знаю. Я знаю, у нас связь, мы садились в самолет, они были в Краснодоне, поменяли деньги. В Краснодоне автобус отправлялся в 9 утра на Россию. Но сказали, навряд ли, что пересекут границу. Они поехали в Свердловск. Есть такой город шахтерский, Луганской области, на границе. И вот они должны были ехать там... граница. Не знаю, что с ними случилось. Или в плен попали. Или что-то еще страшное. Маленькому Виталику всего 3 года. И, к сожалению, он уже знает, что такое война. Этот чудный мальчуган – самый младший внук Натальи Осиповой. Всего их 5. Вместе со своими мамами они каждый день ждут воссоединения семьи. Вот это наша большая семья. Мужей только наших не хватает, которых потеряли где-то, не знаю, на границу, если перешли границу. Пытаемся, ищем, но телефоны у них отключены, что у Виталия, что у Леши. Все 4 номера вообще на связь не выходят, не знаем. Боимся, чтобы их не забрали в плен. Это возможно? Возможно. Легко. Сейчас, тем более на границах, почти на всех границах идут бои. Ты на чем сюда приехал? Приехал. Да. Каждый самолет летел. Самолет. На самолете прилетел? Да. Тебе понравилось? Нравилось. О том, что Наталья летит на Кавказ, она узнала после того, как борт уже приземлился в аэропорту Беслана. Сейчас у каждой семьи небольшая комнатка в санатории Томиск. Многие бы рады остаться в России навсегда, но как сложится их дальнейшая судьба, говорить пока рано. Денег у вынужденных переселенцев тоже нет. Все сбережения, которые хранились на банковских картах, снять невозможно. Власти Украины заблокировали все счета, объявив этих людей сепаратистами. Иди сюда, иди ко мне, хорошая, иди. Он тоже своего действия бедный. Вот это наш сепаратист главный и террорист, который Порошенко объявил. Ужас. Вот так. Некому его было оставлять. С беженцами по-прежнему работают психологи и врачи. Все люди прошли медицинское обследование. Кому-то уже назначили необходимые процедуры. По словам медиков, серьезных проблем со здоровьем у людей нет. Сейчас вынужденные переселенцы из Украины в основном нуждаются в одежде, обуви и предметах первой необходимости. Гуманитарную помощь привозят неравнодушные люди самостоятельно. Важно, чтобы в санаториях, где расположили беженцев, условия были максимально комфортными. Елена Черенкова, Атсамас Шипшев, Осетия ТВ.